Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о трагедии на проспекте Победы. Слышу звук такой, просто взрыв. Я поворачиваюсь, и машина как раз взлетает и переворачивается. Нетрезвый водитель насмерть сбил бабушку, шедшую по тротуару. Сетями в заповеднике. Что делается здесь сейчас? Что за мешки вот тут? Полицейские с поличным задержали браконьеров. А также выбирали одиноких и беспомощных. Вот так получилось, без попутал. Правоохранители подозревают, что некоторые жертвы этих женщин могут не знать о пропаже денег. Это и не только прямо сейчас. Скончалась на месте. Сегодня днем на проспекте Победы нетрезвый водитель «Опеля Корса» не справился с управлением и перевернулся на дороге. Неуправляемый автомобиль пробил ограждение и рухнул прямо на пожилую женщину, шедшую в этот момент по тротуару. В машине, кроме водителя, находилась его жена и маленький сын. Как уверяют очевидцы, мужчина, выбравшись из машины, не стал никому помогать. Побежал в ближайший магазин за спиртным. Ленар Гинатуллин с места трагедии. Вот вам это ради чего? Ради экспортажа? Он ехал по проспекту Победы со стороны улицы Родины и, чуть не доезжая поворота на улицу братьев Касимовых, не справился с управлением во время перестроения, и машину занесло. Слышу звук такой, просто взрыв. Я поворачиваюсь, и машина как раз взлетает и переворачивается вот в эту сторону как раз-таки. Она прям взлетела, короче. Неуправляемый «Опель» снес ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар. Оказавшись на пешеходной зоне, иномарка несколько раз перевернулась и сбила идущую женщину. Вылетевший с дороги автомобиль сбил женщину, которая шла по тротуару. К сожалению, она скончалась в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. По словам очевидцев, после того, как вылез из машины, водитель не бросился на помощь пострадавшей. Более того, не стал помогать даже своим близким. В машине вместе с ним находились жена и сын. Он просто решил снять стресс алкоголем. Мужик сразу побежал в магазин, типа, мне надо выпить. Жена спрашивает, ты куда пошел, иди сюда. У меня стресс, меня всего трясет, говорит, мне надо бутылку пива купить. Впрочем, чуть позже сознался, изначально сел за руль нетрезвым. А вы, получается, нетрезвый, да, за рулем? Да, нетрезвый за рулем. Жена и сын водителя в результате столкновения тоже получили травмы. Их госпитализировала прибывшая карета скорой помощи. Как говорят очевидцы, ребенок даже не был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок пострадал. А с женой все в порядке? Ну, надеюсь. Теперь мужчине помимо лишения прав и штрафа грозит уголовная ответственность. Закон за подобное предусматривает от 2 до 7 лет лишения свободы. Ленар Гинатуллин, Марат Зайдуллин, «Вызов 112». Не разъехались в кромешной темноте на пустой дороге. Ночью на улице Зерекле столкнулись «Лада Калина» и «Киа Рио». По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля заблудился на незнакомой дороге. Выполняя разворот, он не учел одно из правил дорожного движения. Какое, знает Альбина Минибаева. Я не знаю, я не местный, не знаю, здесь даже улицы, я вот сейчас навигаторы смотрели. Водитель «Лады Калина» признался, что проехал по этой дороге впервые. Вера в навигатор иссякла, когда он заехал в тупик. Понимая, что ошибся дорогой, решил развернуться. Только во время выполнения маневра мужчина не учел правила помехи справа. Да, я там дальше развернулся, выехал сюда, обратно выехать. Вот, и... Не ждал с правой стороны то, что поедет машина. Я просто не успел по газам, чтобы, я думаю, уже и тормозить не могу, и проехать. Ну, как так получилось, то, что мгновенно, бам, встали. Водитель Kia Rio признался, что ехал на скорости около 40 км в час. Нажимать на педаль тормоза при виде отечественного автомобиля молодой человек не стал. Был уверен, что его пропустят. Ну, смотрю, машина выезжает, потом думаю... Ну, уступит, наверное, потому что, по сути, по правилам дорожного движения уже уступить должен. Еду, и смотрю, и что-то он по газам дает. Думаю, блин, скорее всего, не успею. Ну, тормозить уж не успеваю, и, получается, не въехал. В результате аварии никто не пострадал, однако после столкновения оба автомобиля оказались не на ходу. Обоим водителям пришлось ждать не только автоинспекторов, но и эвакуаторы. Виновным в ДТП же с большей вероятностью признать водителя «Лады». Альбина Минибаева, Арат Назипов, Константин Бушуев. «Вызов 112».
Заподозрили, что за рулем пьяный. На улице 2-я юго-западная автоинспекторы остановили «Ладу» 10-й модели, у водителя которой присутствовали признаки алкогольного опьянения. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, мужчину увезли в больницу для медицинского освидетельствования. В случае, если предполагаемый нарушитель действительно сел за руль, будучи нетрезвым, ему может грозить не только штраф в размере 30 тысяч рублей, но и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Разбил арендованный автомобиль и пока ждал автоинспекторов, подсчитывал, в какую сумму обойдется эта авария. На улице Аделя Кутуя молодой человек, управляя автомобилем Datsun Ondo, не справился с управлением и на полной скорости врезался в забор. После удара машину развернуло на 90 градусов, надолго перекрыв движение сразу по 2 полосам. Подробности у Рамиля Шайдуллина. Он перегородил большую часть проезжей части на улице Аделя Кутуя и не убирал автомобиль до приезда сотрудников автоинспекции, чтобы у страховой компании не возникло никаких вопросов. Эту машину мужчина взял в аренду. Рассказал, что во время движения ненадолго отвлекся от дороги на телефон, не учел боковой интервал и зацепил колесом бордюр. Контроль над управлением потерял моментально. Автомобиль развернуло поперек дороги и смог остановиться только после столкновения с забором. Не справился с управлением, наехал на бордюр. Пока ждал автоинспекторов, внимательно почитал договор аренды и расстроился. Несмотря на наличие полной страховки, ему самому придется выплатить немаленькую сумму. Есть страховка, да. Частично страховка, частично я. Теперь, согласно этому договору, ему самому придется оплачивать восстановление дорожной инфраструктуры и выплатить компенсацию за простой автомобиля в ремонте. То есть деньги, которые могли бы на машине заработать, если бы он не попал в аварию. Рамиль Шайдуллин, Ленар Геннатуллин, Данил Филатов. Вызов 112. В Казани задержан подозреваемый в получении взятки в 15 тысяч рублей. Сотрудник управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии оценил свою помощь в виде предупреждения о предстоящей проверке. По данным следствия, подозреваемый за дополнительное вознаграждение предупредил предпринимателя о визите инспекции, в результате чего бизнесмен на время проверки освободил незаконно занятый им земельный участок и тем самым избежал административной ответственности. В Татарстане задержали очередную группу браконьеров. На этот раз в госзаказнике Зеленодольского района. У злоумышленников изъяли более 600 экземпляров различных рыб, незаконной добычи и множество другой подручной техники. Что грозит любителям запретной наживы, узнала Алина Мусина. Здесь сейчас что делать? На работе. Что делаете здесь сейчас? Что за мешки вот тут? Как установили оперативники, эти люди ловили рыбу без разрешения и запрещенным способом с моторных лодок и сетями. Второй мешок открыт. Там рыба, что ли? Во время обыска на месте было изъято 534 рыбы различных видов, а по месту жительства 2 лодки, морозильные камеры, сети, сушеную и копченую рыбу. В настоящее время по данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело «Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы от 2 до 5 лет. Алина Мусина, Дмитрий Аринин, вызов 112. 2 женщин, граждан Беларуси, задержали полицейские Казани в Чебоксарах по подозрению в кражах у пенсионеров в столице Татарстана. На данный момент сумма ущерба составляет чуть меньше 500 000 рублей. Но стражи порядка подозревают, что пострадавших от действий этих женщин может быть куда больше. И некоторые, возможно, пока не знают о пропаже денег. Альбина Салгараева подробнее. Вот так получилось, без попутал. Сами, говорят, не хотели, именно нечистая сила заставила 2 женщин, одной 55, другой 57, прийти домой к 81-летней пенсионерке и рассказать, что ей, мол, положены дополнительные пособия, и предложить написать заявление. Пока бабушка заполняла бланк, одна из женщин тихонько обошла квартиру, нашла деньги и забрала все до копейки. А сколько денег? 140 000. Бабушка обратилась в полицию сразу, как только обнаружила пропажу. На следующий день уже в другой отдел полиции обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней пришли 2 работницы якобы газовой службы. Пока хозяйка разговаривала с одной, вторая нашла спрятанные 300 000 рублей и незаметно их забрала. Заставил все тот же бес, выходит из рассказов одной из подозреваемых. Второй, видимо, та же нечистая сила, даже сказать ничего не давала. Они сидели сзади, и что она взяла деньги, и когда мы ехали назад, эта женщина, когда мы заехали, я очень не могу хорошо все это выяснить.
Дела объединили в одно и вскоре установили местоположение подозреваемых. Бесы сказали ему ехать из Татарстана подальше от экзорцистов. 19 сентября две жительницы Республики Беларусь в возрасте 55 и 57 лет были задержаны в городе Чебоксары и доставлены в Казань для проведения следственных мероприятий. Свою причастность к совершенным преступлениям задержанные не отрицают. Деньги были при них. Все похищенное изъяли и возвратили законным владельцам. Полицейские подозревают, что не все пострадавшие от их действий обратились в правоохранительные органы, а кто-то, возможно, даже пока не знает о пропаже. А потому просит всех, кто узнал подозреваемых и пострадал от обмана, обратиться в полицию по телефону, указанному на экране, или по телефону 02. Альбина Слугараева, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.